Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вопрос сохранения здоровья всегда остается актуальным, особенно в наше время появления новых вирусных заболеваний. Оперативно вводятся новые методы лечения, новые практики, однако остается еще очень много нерешенных вопросов. Об этих и других актуальных вопросах медицины мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии: Светлана Давыдова, народный депутат, председатель Постоянного комитета по охране здоровья Госсобрания Ил-Тумен Республики Саха. Светлана Николаевна, добрый день. Добрый день, Надежда. Вирусные заболевания, в частности гепатит, это одна из важнейших проблем современной медицины. Какова ситуация на сегодня у нас в Якутии? Завтра, то есть 29 мая, мы проводим круглый стол по этой проблеме, по этим вопросам. В круглом столе будут принимать участие главный гепатолог Дальневосточного федерального округа Анна Валерьевна Кузнецова. И этот вопрос мы поднимаем, наше государственное собрание поднимает, учитывая ситуацию, которая сложилась у нас в республике. Ситуация, она связана с тем, что при снижении заболеваемости отдельными вирусными гепатитами у нас отмечается высокие показатели смертности от вирусоассоциированных заболеваний, от гепатита, то есть от рака печени, да, от цирроза печени. И поэтому сегодня, конечно, вот этот вопрос, он актуален в медицинском сообществе. И думаю, что завтра вопросы, которые будут приняты по результатам проведенного круглого стола, рекомендации, они найдут начало в работе, в организации работы по борьбе с вирусными гепатитами у нас в республике. В принципе, если взять все вирусные гепатиты, они, конечно, очень опасны для здоровья человека, но общая заболеваемость вирусными гепатитами, острыми, так и хроническими, она начала как бы регулироваться с конца 90-х годов, с 96-го года, когда у нас в республике появились первые вакцины против гепатита Б. И в этот период республикой, то есть правительством нашей республики, было принято решение о начале вакцинации детей подросткового возраста. Это 13-14 лет детей мы начали прививать 96-го года, потом в 98-м году это продолжалось. Также туда были вовлечены и муниципалитеты. Рядом муниципальных районов были приняты муниципальные программы в городе Якутске. В то время я сама была эпидемиологом города Якутска, я тоже работала по этому направлению. И в городе Якутске впервые была принята программа по вакцинопрофилактике, и в рамках «Желтой недели» в течение 3 лет было привито порядка 3000 детей против гепатита Б, и это называлось «Желтая неделя». Но потом уже с 99-го года у нас в республику начала поступать вакцина из федерального центра, и вот поступающие вакцины из федерального центра были целенаправленно применены в рамках вакцинации детей новорожденных. Новорожденные дети у нас практически ежегодно, порядка 15 тысяч детей прививается против этого вирусного гепатита. В начале до этого заболеваемость этим заболеванием она была очень высокая, порядка 400 на 100 тысяч населения. Сегодня мы эту заболеваемость практически обнулили, но все же в сравнении с центром, да, она остается высокой. Высокой остаются и хронические гепатиты Б, С и дельта-гепатиты. Поэтому именно вот для решения вот этого вопроса будет проводиться завтра этот круглый стол для того, чтобы еще раз как бы обратить внимание на этот вопрос. Потому что мы понимаем, для медицины и вообще в целом для демографии заболеваемость вирусными гепатитами, она играет особую роль, потому что это циррозы печени, от которого тоже высокие показатели смертности, да, снижение продолжительности жизни. И снижение, конечно, качества жизни заболевшего, да, и окружающего его людей. Поэтому вот этот вопрос завтра будет рассматриваться у нас на круглом столе.
Вот предлагаю продолжить беседу в ключе качества жизни. Нам известно, что все-таки многие болезни, они вот от нездорового образа. Как ведется парламентом Якутии борьба на законодательном уровне в этом направлении? А, Планово в нашей республике вот эта работа началась где-то с начала 2000-х годов. Были приняты ряд законов в 2006 году, 2013 году. Вот эти законы на сегодня имеют силу, и они работают, в принципе, очень даже неплохо. И мы уже знаем, что в нашей республике более 200 сел, они считаются трезвыми, и эти все трезвые села, они приняты законом, утверждены законом нашей республики. И вот в осенней сессии, то есть в конце 2024 года, 2 села тоже были подключены к этим селам. И вот в феврале этого года мы рассматривали тоже этот вопрос в парламенте. И по результатам информации, которую предоставило Министерство здравоохранения, вовлеченные министерства и ведомства, да, Министерство внутренних дел, Министерство молодежи, там было понятно, что именно в тех селах, где идет снижение и ограничение потребления алкоголя, и отмечается снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. И в то же время определяется мы отмечаем снижение смертности в этих селах. Поэтому вот эта практика трезвых сел, она сегодня востребована для того, чтобы именно во-первых, чтобы выросло здоровое наше будущее поколение, что дети наши и внуки наши видели, что потребление алкоголя – это не норма жизни. Норма жизни – быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Это норма жизни. Вот это мы должны именно вот такими вот мероприятиями, да, именно вовлекать в здоровый образ жизни наших детей. И вот у нас есть уникальный район, я могу сказать, да, Верхневилюйский район, где порядка 20 сел считаются трезвыми. И если по анализу Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел там снижение и отмечается и заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижение смертности от этих заболеваний, и в то же время и снижение преступности, связанной с алкоголем. Это, наверное, наилучший показатель для того, чтобы именно вот эту практику расширять и эту практику поддерживать. Вот да, кстати, о поддержании практики. Надо же, наверное, все-таки стремиться, чтобы положительный пример был заразительным. Есть ли, на ваш взгляд, какие-то поощрительные методики вот как раз-таки для тех муниципальных образований, которые остаются трезвыми на сегодня? Кстати, вот на этом круглом столе мы тоже поднимали этот вопрос, и была грантовая поддержка именно таких трезвых сел, и при формировании бюджетов этих муниципальных районов тоже какие-то баллы начислялись, да. Но сегодня, наверное, надо говорить о расширении вот этой поддержки для того, чтобы понимать, что муниципальные районы и наши села, которые отказываются от продажи алкоголя, да, от приема алкоголя, они теряют финансовые средства, потому что это акцизы, это налоги. И поэтому мы должны речь вести о таких финансовых поддержках для того, чтобы люди, вот именно сельчане, те, которые живут именно в трезвых селах, которые приняли вот эту стратегию дальнейшего своего развития, безалкогольного развития, да, они развивали в другом направлении, ну, в направлении культуры, в направлении спорта, да, ну и в других направлениях. Поэтому я так думаю, для расширения вот этой практики, этих мероприятий, наверное, сегодня назрела уже необходимость именно таких поддержек, именно грантовых, может быть, расширение вот этих грантовых поддержек вот таких сел. И в налоговом плане, да, при расчете формирования бюджета вот этих сел, наверное, тоже надо предусматривать вот именно такую поддержку. Ну и
на круглом столе были приняты рекомендации, согласно которым наше Государственное собрание ИЛТУМЭН должно обратиться, подготовить документ обращения правительства Российской Федерации для того, чтобы законодательной инициативой в части некоторых законов, которые у нас работают в Российской Федерации. Предлагаю затронуть еще и тему сохранения здоровья детей. В ИЛТУМЭН прошла плотная работа и, наконец-то, поддержан вопрос о школьной медицине. Какой эффект ожидается от принятия такого закона? Как говорят мои коллеги, депутаты, этот вопрос уже бородатый вопрос, да, порядка более 10 лет этот вопрос как бы обрабатывался, велся в стенах нашего Государственного собрания, в правительстве, да, и сегодня вот в конце декабря 2024 года в послании главы Государственного собрания ИЛТУМЭН было отмечено, чтобы была законодательная инициатива со стороны Государственного собрания в поддержку развития и развития вот этого направления школьной медицины, так называемой школьной медицины. Но надо отметить, что на сегодняшний день нет законодательного или вообще нормативного документа, который бы назывался школьной медициной. Но сегодня вот это направление медицины или образования развивается в двух законах. В законах об образовании Российской Федерации и в законе об охране здоровья населения Российской Федерации. И эти законодательные законы, они как бы дают право регионам самим регулировать вот этот процесс. И сегодня в республике ведется такая работа, масштабная работа, можно сказать, да, которую пока в глаза мы не видим. Это возвращение медицинских работников в школы. Это значит то, что медицинские работники будут находиться в школах, и они будут оказывать первичную медико-санитарную помощь, находясь именно в школах. Это к чему приведет? Это приведет к тому, что, во-первых, медицинские работники, которые были в штатах образовательных учреждений, да, они не имели те прерогативы медицинских работников, которые есть в учреждениях здравоохранения. И на сегодняшний день вот это оборот в обратную сторону, то есть в направлении, в сторону медицинских работников, которые будут уже в штатах лечебных учреждений, они будут те же самые прерогативы, преференции иметь в части медицинских работников. Это вопросы аккредитации, вопросы подготовки кадров и, конечно, выходов на пенсию и так далее. Ну что ж, Светлана Николаевна, большое спасибо, что нашли для нас время и поделились такой полезной, интересной информацией. Приходите к нам еще. Спасибо. Вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.